Я с малышней расскажу вам, что для меня было в диковинку, когда мы из большого города переехали в узенькое село Осетия. Это, конечно, после большого города, это то, что все друг другом здороваются, желают хорошего дня, спрашивают, как дела, могут просто подойти с тобой пообщаться, потому что если мы берем центральную Россию, если вы живете в большом многоквартирном доме, вы даже не знаете, как зовут вашего соседа. Второй момент, который у нас есть в селе, все друг другу помогают. Нормальным, если у кого-то большой праздник, прийти за день до этого праздника и сказать: помогите нам, пожалуйста, на празднике. Или вообще просто сказать: у нас завтра праздник. Отходник, то есть младшие семьи, проходят по всем домам и зовут на какое-то мероприятие, которое происходит в каком-то из домов села. Абсолютно нормально младшему поколению, возможно, женщинам старшего поколения прийти и начать помогать устраивать это мероприятие, помогать на кухне, помогать расставлять организационных вопросов, касающихся мероприятия у кого-то дома. Конечно, касается не очень хороших вестей. Допустим, если у кого-то пухля не остается равнодушным, все приходят пособолезновать, обязательно нужно прийти пособолезновать, обязательно нужно помочь. Когда у вас рождается ребенок, любой из соседей или просто человек, живущий в селе, может спокойно подойти к вам и дать денег. Вы видели в центральной России, чтобы ваш сосед или напротив человек из дома вышел и за то, что вы родили ребеночка, дал вам 1000 рублей? Я такого не видела. Мы тоже так делаем. Это нормально взять и прийти кому-нибудь в гости. Причем, допустим, если это в нашу сторону, я абсолютно к этому отношусь нормально. Я люблю принимать гостей, я люблю всех напоить, накормить. Для меня это прям классно с кем-то пообщаться. Но у меня не работает это в другую сторону. То есть люди могут не приглашать, но обижаться то, что ты к ним не приходишь в гости. Мы только приехали, друзья моего мужа, жена, получается, одного из друзей. Она говорит: Настя, да господи, просто вот приходите к нам. А я не умею так. Мы воспитаны, что мы никогда в жизни не пойдем никому, если нам не позвонят и не пригласят. То есть вот мы сегодня ждем вас в гости. Это какой-то внутренний барьер именно разных народов. И к нам, то, конечно, можно прийти в гости. Сейчас продемонстрирую. Зара, привет! Как дела? Конечно. Как у вас дела? Как Фатима?